Точное время, кстати, 19 часов 57 минут и 26 секунд. Но прежде чем заглянуть на ленты информагентств, хочу задать вам неожиданный на первый взгляд вопрос. Вот что, по-вашему, грозит ребенку в современном и подчас очень жестоком мире? Скажите. Книги не читают слишком, много сладкого едят, перед компьютером сидят. Верно. Но вы знаете, это все, конечно, так, но есть беда, которая гораздо ближе и куда страшнее, чем вы можете себе представить. Никаких эмоций, только цифры и факты. Каждые полчаса в России пропадает без вести ребенок. Каждые 6 часов в России пропадает ребенок, которого никогда не найдут. Каждого второго ребенка похищают. И если вы уверены, что ваши дети или внуки никогда не заговорят с незнакомцем и уж тем более не уйдут с ним в неизвестном направлении, просто посмотрите наш следующий сюжет. Когда Олег Солнцев начинал снимать этот эксперимент, может ли чужой человек за считанные секунды увести ребенка с детской площадки, он и не догадывался, что результаты потрясут и шокируют всех нас. Смотрите. Мы выбрали обычную детскую площадку и несколько самых обычных семей, в которых есть маленькие дети. Их родители заверили, что те уже в курсе опасностей окружающего мира и вроде как должны быть начеку. И так хочется верить, что наш эксперимент провалится. Его суть проста. Поддадутся ли оставленные без присмотра дети на уговоры незнакомца покинуть вместе с ним игровую площадку? Оставив ребенка на детской площадке, родители уходят под банальным предлогом. Неброская одежда, надвинутая на брови кепка, роль злоумышленника играет детский психолог. А чего ты тут одна делаешь? Вот, смотри. Детали разговора не так важны. Лучше внимательно следите за секундомером. Вот, женщина с тобой была. Тетя-то, она сейчас просила про зеленую ленточку. Пойдем, она там. 6 секунд, и 9-летняя Настя уже следует за незнакомым мужчиной. 15 секунд, и они уже на полпути к выходу из парка. У меня уже все оборвалось, вот поверите. За похищением племянницы ее тетя из укрытия следит в прямом эфире. С каждой секундой она все отчетливее сознает. Проморгать ребенка – выражение совсем необразное. Вот он сейчас ее попробует взять за руку. 35 секунд. Девочка уже за пределами площадки. Вот сейчас видно, Настя сомневается, а давать ли руку незнакомцу. Вот сомнение на лице появилось. Видно, у ребенка появилось сомнение, но ничего не закончилось. Переходят дорогу. 43 секунды. Девочка уже рядом с автомобилем похитителя. Ай-яй-яй! Ты с кем пошла? Ты с кем пошла? Тебе что всегда говорили? А если бы этот человек был настоящий? Это просто кино сейчас. Тебя проверили, что уйдешь ты с площадки с кем-нибудь, с чужим или нет. Ты понимаешь, тебя увел бы, и тебя никто бы не нашел из нас. Никогда бы ты больше не увидела ни маму, ни папу. Эксперимент повторяется снова и снова. Пойдем, поможешь. Тут, наверное, ближе будут. И каждый раз с одинаково пугающим результатом. Ну что вы думаете, пойдет? А чего ты тут одна делаешь? Вообще объясняли, никому не заблудил. Но они уже почти вышли из парка. То есть только что вашу дочь Фактически, да. похитили. Идите, хватайте его в охапку. Объясняйте, что не так. Все это заняло секунд 15, наверное. И, то есть, стоило вам, наверное, завязать шнурки, дольше бы заняло времени, а вашего ребенка уже в парке нет. Денис поражен. Его дочь похитили средь бела дня на глазах у таких же родителей. А вопрос равнодушия, находящихся на улице людей, не входит сейчас в нашу компетенцию. Все это время рядом с родителями находился Павел Самойлов. 20 лет он проработал в уголовном розыске, ловил маньяков, педофилов. Сейчас консультирует добровольные сообщества по поиску пропавших детей. Криминалист уверяет, GPS-маячки, огороженные игровые зоны не помогут. Существует всего один простой и верный способ оградить ребенка от угрозы похищения. Самое простое решение – не оставить ребенка без присмотра. Взрослый считает, что его необходимость, его нужды выше, чем нужды ребенка. Возьми ребенка с собой. Проблема сразу решится. В этой условной игре вы проиграли, и ставка была очень высокая. Да? Жизнь ребенка, конечно. Этот сюжет длится всего 4,5 минуты. В эксперименте этого времени хватило, чтобы увезти с площадки 9 детей. Эти сестры стали 4-й и 5-й жертвами. Пошли, вон на скамейку сядем. А здесь за незнакомцем, это не шутка, пошли сразу 3 девочки. В среднем по 30 секунд на ребенка.
И только у одного, у 7-летнего Генриха, предложение незнакомца вызвало искреннее удивление. Но разве может он подвести маму? Меня мама оставила там сидеть. Я что, должен с незнакомцем куда-то идти? Давай, ты сегодня молодец. Давай. Молодца. Кстати, а где сейчас ваши дети? Олег Солнцев, Оксана Веселева и Роман Минлишев. Центральное телевидение. Очень актуальная, мне кажется, тема для лета. И, надеюсь, этот сюжет был очень полезным для всех. Ну и остается только добавить: берегите себя, своих родных и близких. Знаешь, Вадим, я всегда поражался, почему так часто возникают эти сообщения о похищенных и пропавших без вести детях, и теперь многое становится понятно.